Правильная информированность людей, их осведомленность и знание процедуры голосования в день выборов является надежным основанием повышения активности избирателей в это ответственное время. Как будут оборудованы избирательные участки урнами и кабинами, а также на ряд других вопросов, ответил съемочной группе телекомпании АТВ председатель Центра избиркома Гагаузии Валентин Кара. В соответствии с законом, в принципе, у нас все избирательные участки открываются с 7 часов утра и работают строго до 9 часов вечера. То есть в 9 часов вечера участки закрываются. После закрытия начинается заседание уже, скажем так, бюро и ведется подсчет голосов. Именно выборы главы Гагаузии частичным выборам депутатов Народного собрания Гагаузии у нас будет использоваться тот же инвентарь. Там есть основные урны для голосования, переносные урны и кабины, трибуны для голосования. Весь тот же инвентарь будет использоваться и у нас 22 числа. Избиратель Гагаузии проинформирован о предстоящих выборах и ждет серьезных перемен к лучшему, как, впрочем, и после всех выборов, которые проходят в стране. Тем не менее, от новоизбранного Башкана жители Гагаузии ожидают решения самых главных и самых больных вопросов, существующих на данный момент в автономии. Я бы одного хотел, что лекарство подешевлело, что было у людей здоровье крепкое. Самое главное, что молодежь не уезжала от нас, потому что мы остаемся без молодежи. А молодежь – наше будущее Гагаузия. Чтобы жили люди и не страдали. Просто все забывают про наших бабушек и дедушек. Ведь в советское время все строилось. Школы делались, садики делались, а сейчас почему-то закрываются. И никто не помнит этого, что все делали. И как бы хотелось, чтобы вот мои одноклассники, там мои одногодки, знакомые мои, друзья не уезжали за границу, а были в этом прекрасном городе, в этой стране прекрасной. Наша Молдова и в советское время вообще всегда была цветущая Молдавия. Даже слова такие великие, великие слова. Что они обещают, это выполнили хоть бы немного. Может, все сразу не могут, но хоть немножко, чтобы обратили внимание за свои слова, дали отчеты людям. Вот это главное старикам, инвалидам, всем больным, которые тоже внимание обратили. Потому что когда выберете, выбери меня, а когда приходит время, идем, нас обталкивает, не пускает на дверям, даже невозможно зайти, охрана тебя отталкивается. Я хочу, чтобы стабилизация была капитальна, конечно, у нас, в нашей республике, скажем, и никаких проблем политических, чтобы это все ушло в сторону. А в первую очередь людям, чтобы было где работать, чтобы не уезжали за границу, а работали здесь, на месте, чтобы были рабочие места. Сколько у нас есть специалистов, и гидротехники, мелиораторы, мы с вами тоже гидротехники, а работы фактически не осталось. В нынешних башканских выборах впервые введено новшество – наличие избирательных бюллетеней на 3 языках – русском, молдавском и гагаузском. Также в день выборов в Гагаузии проведется экзит-пол, то есть опрос избирателей непосредственно при выходе из избирательных участков.